Рынок школьного питания в Сыктывкаре поделили между собой два комбината. Среди их поставщиков дочь судимого бывшего вице-мэра Сергея Лученкова и семья известных в городе бизнесменов Сахаровых. Привет, меня зовут Нина, и сегодня я расскажу, кто и по каким схемам выигрывает контракты на поставки в школы Сыктывкара. Расследование для 7 на 7 провели Алексей Карнаухов и Алексей Чумаков. С полным текстом и методикой расследования вы можете ознакомиться по ссылкам в описании к этому ролику. А мы начинаем. Организацией питания школьников Сыктывкара занимаются два муниципальных предприятия – «Восторг» и «Общественное питание». Они контролируют питание почти всех школ столицы Коми. «Восторг» и «Общепит» всегда выигрывают закупки муниципальных школ. Другие компании практически не участвуют в торгах. За последние 3 года предприятия получили по госконтрактам больше $500 000 рублей. У «Восторга» и «Общепита» есть свои подрядчики. Они поставляют продукты. Но давайте обо всем и по порядку. За последние 3 года на питание детей отведено 1,4 миллиарда рублей. Бюджет республики ежегодно выделяет деньги на питание школьников 1-4 классов и детей из малоимущих семей. Давайте узнаем, чем же детей кормят на эти деньги. По региональным правилам на одного ребенка начальной школы в Сыктывкаре приходится 57 рублей 12 копеек. В эти деньги входят завтрак или обед. Например, макароны с сыром, консервированный огурец, бутерброд с полукопченой колбасой и чай с сахаром. Или котлета киевская, гречневая каша, чай с сахаром и хлеб дарницкий. Вроде неплохо, даже есть захотелось. Так вот, у школ есть выбор – содержать столовую для учеников самостоятельно или нанять стороннюю компанию, которая будет готовить еду из своих продуктов. Муниципальные школы Сыктывкара работают по второму варианту. Это называется услуга организации питания, которую школы закупают через тендеры. И мы уже с вами знаем, какие компании все эти тендеры выигрывают совершенно без конкуренции. Давайте познакомимся с ними поближе. «Восторгом» уже 10 лет руководит Анна Рогова, а общественным питанием больше 10 лет руководит Татьяна Кулешова. Оба предприятия закупают продукты на торгах. Давайте посмотрим на список их крупнейших поставщиков за последние 10 лет. Это поставщики «Общепита», а это «Восторга». Заметили что-нибудь интересное? Номер 1 в топе поставщиков «Восторга» и номер 2 «Общепита» – семейный бизнес Сахаровых. Короткая справка. Семья предпринимателей Сахаровых состоит из Сергея Сахарова, его супруги Ирины и дочери Татьяны. Сахаровы строили оптовый бизнес в 90-х, открыли один из первых супермаркетов в Сыктывкаре «Норд». В 2009 году к ним на склады даже заезжал мэр города. Но в первую очередь нас интересует именно Ирина. Судя по публичным данным, Ирина Сахарова занимается госпоставками как минимум с 2011 года. Первые заметные подряды на сумму 24 миллиона рублей она получила в 2015-2016 годах от структур «Газпрома». А в декабре 2016 года Сахарова пересеклась с «Восторгом». С тех пор он принес предпринимательнице контрактов на сумму 263 миллиона рублей. Еще без малого 6 миллионов рублей достались Сахаровой от «Общепита». Основной заработок на закупках Сахаровой принесли контракты по несколько десятков миллионов рублей каждый. Среди них поставки мяса, рыбы, масла, сыра и круп. В торгах по ним Сахарова была единственной участницей. Двигаемся дальше. Один из крупнейших поставщиков «Восторга» – компания «Шаркон». В начале этого года она получила 94,3 миллиона рублей на поставку продуктов из мяса птицы в течение 3 лет. Кстати, вообще контракты на 3 года с фиксированной ценой на рынке не приняты, слишком большие риски. Так вот, у компании «Шаркон» не удалось обнаружить ни сайта, ни телефона. В реестре юридических лиц единственным владельцем «Шаркона» указана Варвара Сергеевна Лученкова. Находится «Шаркон» в доме номер 34/1 по улице Советской в Сыктывкаре. И, судя по вывеске, там заброшенный магазин одежды «Московская ярмарка». Магазин по этому адресу фигурировал как собственность в деле Сергея Лученкова, бывшего заммэра Сыктывкара, судимого за коррупцию. Тогда на магазин был наложен арест. Сейчас помещение выставлено на продажу за 7,9 миллионов рублей.
С помощью реестра недвижимости журналисты 7 на 7 выяснили цепочку владельцев магазина. Она на ваших экранах. И текущим владельцем оказалась Варвара Сергеевна Лученкова. Ну, тут хотя бы все сходится. А теперь самое интересное. Цены закупки, где победил Шаркон, выглядят выше оптовых цен на продукты из мяса птицы. Этот контракт один из крупнейших у Восторга, и в нем есть обоснование цен, но со ссылками на анонимных поставщиков. А теперь посмотрите на эту табличку. Для сравнения использовались цены крупнейшей местной птицефабрики. В общей сложности Восторг закупил у Шаркона 333 тонны продуктов. По нашим подсчетам, схожие товары обошлись бы примерно на 11 миллионов рублей дешевле. Причем сотрудники птицефабрики говорят, что в большой поставке цены могут быть и ниже стандартного прайса. Большинство изученных нами закупок проходили по федеральному закону номер 223. Он регулирует закупки компаний с государственным участием. Эксперт по госзакупкам Transparency International Россия Екатерина Петрова объяснила, почему предприятиям легко скрывать подрядчиков и в закупках побеждают одни и те же фирмы. Согласно 223 ФЗ, заказчики сами определяют для себя правила проведения закупок. К тому же, по 223 ФЗ заказчики могут не раскрывать своих подрядчиков. Я считаю, что все закупки по 223 ФЗ непрозрачны. Нет данных о поставщиках, безграничные, по сути, возможности заказчиков назначать единственных поставщиков вместо конкурентных закупок. Почему у Восторга и Общепита практически не бывает конкурентов? Как формировалась начальная цена в контракте с Шарконом? Директор Восторга Анна Рогова и куратор всей городской системы школьного питания, замглавы администрации Сыктывкара Анна Ручка отказались отвечать на эти вопросы в беседе с журналистами 7 на 7 и предложили дождаться письменного ответа администрации. Как думаете, выглядел официальный ответ? Правильно. Администрация сообщила, что по результатам рассмотрения отчетов за 2019 год деятельность муниципальных предприятий общепита и руководителей признана удовлетворительной. Граждане в целом ею довольны. За 3 года на 32 обращения и предложения приходится 240 положительных отзывов и благодарностей, в том числе и от самой администрации, а за цены закупок отвечают сами МУПы. Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Мне кажется, лучше всего подвести итоги сможет один из авторов расследования Алексей Карнаухов. Здесь мы выступаем в не совсем обычной для себя роли. Обычно мы не только исследуем какую-то сферу, не только проводим непосредственно расследование, пытаясь выяснить, как все происходило на самом деле, но и активно действуем, направляем запросы и пытаемся привлечь коррупционеров или тех, кого мы подозреваем как минимум в коррупции, к ответу. А в данном случае мы действуем строго как журналисты, и для нас было важнее выяснить мнение сторон, для нас было важнее целостно осветить всю эту историю с разных позиций. И то, как это видит заказчик, и то, как видит это подрядчик, если он вообще готов разговаривать. В итоге заказчик и чиновники в муниципальных предприятиях, они, конечно, испугались, они не хотели говорить, они все валили на администрацию. Администрация говорила, что она будет отвечать только письменно на запросы. Словом, не очень они готовы были к диалогу. А мы старались выйти на подрядчиков, с ними поговорить. Это тоже оказалось очень сложно, потому что у некоторых даже не было ни сайтов, ни телефонов, при этом они получали очень крупные контракты. Важный вывод из расследования, как мне кажется, в том, что в Сыктывкаре сложилось, по существу, монополия муниципальных предприятий на организации питания для школ. Исключения там совершенно единичные, и все муниципальные именно школы, они закупаются вот у этих двух предприятий. Это МУП «Восторг» и МУП «Общественное питание». И это важно само по себе, потому что здесь администрация, судя по всему, не хочет допускать какие-то другие компании, потому что мы видим, что из года в год только вот эти два муниципальных предприятия участвуют в торгах и побеждают. Администрация уходит от ответа на вопрос, почему так происходит, и объясняет это тем, что просто компании не выходят на торги, другие. Может быть, так и есть, но это, конечно, выглядит странно. И другой важный вывод, то, что сырье для этих муниципальных предприятий поставляет в основном такой, сравнительно узкий круг лиц. Большие контракты получает
семейный бизнес Сахаровых, в первую очередь Ирина Сахарова. То есть зачастую она выходит тоже единственно на торги, либо если выходят вдруг другие компании, то, как правило, это торги меньшего объема. То есть самый крупный контракт она получает как единственный поставщик. И еще один важный вывод, то что сейчас на рынок школьного питания в городе пришла компания, по сути, компания бывшего заммэра Лученкова, его дочери формально. Но по существу, как мы выяснили, судя по всему, он сам стоит за этой компанией. И то, как она получила 94 миллиона рублей на торгах, выглядит очень странно. То есть тоже она была единственным участником, а протокол опубликован в сканированном PDF-файле, поэтому нигде не светится, что эта компания вообще получала какие-то деньги. Это можно выяснить только если глубоко залезть на сайт торгов и вот так целенаправленно изучать эту сферу, как мы делали. Поэтому, и, собственно, да, важно, что там цена достаточно высокая, она в сравнении с прайсом птицефабрики Зеленецкой выглядит завышенной. Вот эти выводы, я думаю, напрашиваются сразу. Какой вывод делать из того, правильно или неправильно, что только 2 муниципальных предприятия занимаются организацией питания? Как сами муниципальные предприятия отбирают поставщиков продуктов и хорошие ли это продукты? Ну, здесь, конечно, нужно делать выводы читателям, школьникам, их родителям, насколько они сами довольны тем, как устроено питание в городе.